А в Кыргызстане почти вдвое вырос экспорт продуктов. Все это стало возможным благодаря вступлению страны в Евразес. За границу в основном везут овощи и фрукты. Как налажено дело, расскажет Егор Орлов. Массивные железные двери больше напоминают вход в банковское хранилище. Однако за ними нет ни золота, ни драгоценностей, ни валюты, а хранится здесь капуста. За другими дверями огромных холодильников лук, картофель, морковь. Когда придет время, их достанут, промоют, расфасуют и отправят на экспорт. Логистический центр построили всего год назад и уже успели наладить контакты с крупными торговыми сетями России. Теперь овощи из Кыргызстана на прилавках Москвы, Екатеринбурга, Казани. Наша продукция больше ориентирована на натуральность, на ее экологичность. Мы как бы на это делаем упор, акцент, что это наша отличительная черта нашей продукции. Овощи закупают по всей Чуйской области. Фермерам предлагают хорошую цену, но только в том случае, если продукт качественный. Мамасалы Дарабаев продал несколько машин капусты. Это же очень удобно. Собрал урожай, и все у тебя сразу выкупили. Ничего не пропадает, не гниет. Выгодно выращивать овощи стало. Кредит на строительство центра выдал Российско-Кыргызский фонд развития. За 2 года в развитие местной экономики вложили 320 миллионов долларов. Профинансировано почти 900 проектов. Начиная с начала этого года, основная масса с середины года выйдут уже на плановое производство, после которого мы ожидаем, что оно повлияет на увеличение экспорта именно продукции кыргызского производства. А в рамках суммы, которую мы ожидаем, что порядка 2-3 раза она будет увеличена. Под брендом Made in Kyrgyzstan за рубежом востребована не только сельхозпродукция, но и одежда, консервы, колбасы, сыры. С момента вступления республики в Евразийский экономический союз экспорт в страны-участницы вырос почти в 2 раза. Егор Орлов, Александр Губин, Мир 24.